вас всех приветствую. Шалом, арийцы. Витаю вас всех. Ассаламу алейкум. Гутен абенд. Ну и все остальное, друзья. Hello. Так, стрим. Стрим у нас идет. Сейчас, одну секунду. Время 18 часов 1 минута по Берлину. 28 сентября 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality, на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Томагавки на Москву. Крах России неотвратим». Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Так, что еще? Приветствую, Старклайд. Страсклайд. Клейд. Наверное. Так, Маш Войль. Дели Саламаш Войль. Шарян Войль Маш. Так. Как известно, друзья, всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и будьте осторожны, будьте внимательны. Ваша безопасность в ваших руках, друзья. Андрюша спрашивает меня: вы ваххабит? Нет, Андрюша, я твой царь. Я твой царь. Я царь России. Ты еще не понял этого? Причем так ты меня что-то своего царя не признал, что ли? Слабо, Андрюша. Ну, оставим это, друзья. Давайте поговорим о том, что происходит. Сегодняшний свой стрим, как я сказал, называется «Шок томагавки на Москву. Крах России неотвратим». Друзья, дело в том, что фашистская Россия, фашистская Русня вчера нанесла мощный удар по Украине, погибли люди, опять же по жилым кварталам, хотя Украина никогда не наносит по жилым кварталам, по мирным людям никогда не бьет, всегда соблюдает правила ведения и обычаи войны. Но вот фашистская Россия, она такая. И от своего бессилия, и от своей, как если сказать по-чеченски, грязности, то есть аморальности, бьет по мирным людям. Но дело в том, что Украина попросила у американцев томагавки, Владимир Зеленский, и, по всей видимости, ему их дадут. Я подозреваю, что уже на самом деле их им дали. И когда уже все, уже договорились военные между собой, там спецслужбы, военные, там еще как-то, да, как это происходит. И только после этого уже политики это озвучивают нам. Я так считаю. Вернее, на практике чаще всего так происходит, так я вот фиксирую это. Поэтому в скором времени мы увидим мощные атаки на Москву и другие фашистующие города. Я надеюсь, террористическая банда ФСБ получит по заслугам. Также важно понимать, что проходят учения по всей Европе. Россия пытается запугать, либо спровоцировать, не знаю. У нас тут в Гамбурге проходили учения вчера, сегодня. Это очень такие мощные учения. За последние 50 лет таких учений не было, говорят. И как бы все реально сожалеют, что снова приходится готовиться к войне. Хотя Европа, на мой взгляд, сделала больше, чем стоило бы сделать для того, чтобы избежать этой войны. Просто на порядке. Очень много сделала. Просто невероятно много.
Откуда столько терпения, непонятно. Ну, сделали. И поэтому я думаю, что вот такая вот ситуация будет только эскалироваться, нагнетаться. Также очень интересно одно такое замечание, что, как мы знаем, Турция была зависима от ядерной энергетики России. И сегодня Эрдоган и Трамп подписали договор о том, что теперь Турция будет получать и уран объединенный, и все необходимое для своей ядерной энергетики от США. И это говорит очень о многом, потому что у России была основная статья доходов не только нефть и газ, от которого отказываются, ну еще и, конечно же, ядерная энергетика. Опять же, те же иранские реакторы строили русские и в Турции, ну везде. В этом смысле, конечно, у России была эта возможность, была технология, и есть, в принципе, но от нее сейчас отказываются. Вот такие вот интересные дела происходят. И важно, что россияне, есть такая одна говорящая голова Путина, депутат один, он прямо говорит, что Трамп сказал, что Зеленскому отдал приказ идти на Москву. Короче говоря, щепки разносить в Москву. Не знаю, насколько это правда, потому что в этом круговороте дезинформации, политических интриг, хитростей, обманов очень трудно разобраться, где правда, где ложь. И иногда просто бывает просто необъяснимо просто, почему такие шаги предпринимаются. Ну, так как мы многого не знаем, вот такие вот шаги предпринимаются. И Трамп реально сказал, что Россия это бумажный тигр. Наконец-то Трамп начал говорить то, что мне нравится. И он сказал, что, правда, он и раньше говорил иногда там, но потом говорил по-другому. Поэтому не будем спешить. Но в любом случае бумажный тигр это самое точное определение, которое можно дать фашистской России. Более того, он сказал, Украина освободит свои территории, скорее всего, и, возможно, пойдет дальше. Такой легкий намек, легкое обаяние буржуазии мы услышали от Дональда Трампа, что радует, в принципе, что радует. И Украина, если реально получит эти долгожданные томагавки, то они могут нести очень смертоносные, очень мощные заряды, которые от Кремля не оставят камня на камне. Ну и от Лубянки тоже. Посмотрим. Будем наблюдать, друзья. Пишите комментарии, если вы не находитесь в фашистской России, либо в оккупированной Ичкерии. И давайте общаться, задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Конечно же, троллятина, как обычно, на месте. Она у нас всегда в строю. Это после моих единомышленников самая верная моя такая группа поддержки. Троллятина, но вы живете за мой счет. Я кормлю ваших детей. Запомните это. Относитесь ко мне соответственно. Русизм страшнее фашизма, говорит Аргей Басинтин, Джахар Дудаев так сказал. Да, совершенно верно. Это так. Это самая особая, самая человеконенавистническая форма из всех человеконенавистнических фашистских форм. Это русизм. Абсолютно так. Боже, храни Америку. Да, Аргун, точно. Надо вести такую политику, чтобы у России ничего не покупали. Тогда пойдет быстро сдаваться. Ну, я не согласен, конечно, вот с тем, что вот если сделать санкции там и так далее. Я знаю, я считаю, что, конечно, нужно санкции вводить, нужно экономически душить фашистскую ФСБ. Но я уверен, что они заставят
россиян есть друг друга, вместо того, чтобы сдаться, капитулировать и так далее. И они будут есть друг друга, вместо того, чтобы пойти на Кремль там, и так далее. Но даже сейчас их на войну отправляют, уже сколько, уже 3,5, 4-й год уже скоро будет, 4 года широкомасштабной войны. Ну, их просто как к скоту относятся, к скоту лучше относятся, понимаете? И они все равно идут, их заставляют, их запугивают их и так далее. Там им пропаганда промывает мозги, конечно же, деньги им платятся. А зэки, которые, например, там у них служат, им говорят, вы сидели там определенный срок в тюрьме, а сейчас вы подписали на пожизненное. Отсюда назад дороги нет. То же самое касается вот этих чмобиков, так называемых, частично мобилизованных, которых. Их тоже всех просто под списание. Фактически Путин, Патрушев, вся вот эта ФСБшная банда, которая подняла вот этот русский империализм в русском человеке, в русских, да, десятилетиями его поднимала. Владимира Путина называли Владимир собиратель земель русских, там, как он Ичкерию оккупировал, все там вернул землю, там, короче говоря, вот это все навязывалось десятилетиями, четверть века это навязывалось. И многие попали под эту пропаганду. Многие, даже кто бы никогда бы не повелся бы на эту имперскую пропаганду, если бы его не ковыряли бы ею. И в итоге получилось, что многие поверили, в первых рядах некоторые пошли на брата, как они сами называли, который обманулся, там где-то заблудился, на брата украинца. Причем там не только украинец этнически живет, большое количество этнических русских живет. И их они убивали. Также они убивали русских у нас, в нашей республике, в нашей стране. И они их стачивают, их уничтожают. Все, не будет никаких вот этих пассионариев. Пассионарии оказались самыми обманутыми, самыми имперцы, националисты. Их просто вычищает Путин фактически. Они начали как бы восстанавливать империю. И им нужно было начать с Киевской Руси, с Киева. Ну, что-то пошло не так. И в итоге они вынуждены были, все сливают. Как мы видим, Россия сливает все, чем она раньше гордилась, на что она тратила ресурсы, в том числе и человеческие жизни. Теперь она все сливает. И это отлично, это супер. Единственное, я не вижу, что давят ФСБ. Много агентов ФСБ здесь открыто ведут блоги, общаются, рассказывают там и так далее. Почему их не запретили? Ну ладно, здесь, в Европе, в Украине они действуют, понимаете? И это просто невероятно, невероятно. Но я надеюсь, украинцы всех их переписали, и за ними тоже скоро придут. Посмотрим. Поэтому, если даже они обнищают, они будут есть друг друга, но они не пойдут на Кремль. Ну, если будут нищие, то будет меньше возможности производить оружие, хотя Китай помогает, Северная Корея помогает. В принципе, еще могут они воевать, конечно же. Но это и несправедливо, и лицемерно, когда идет война, все поддерживают Украину, Европа поддерживает, Америка, все поддерживают Украину. Выясняется, они до сих пор торгуют. Словения или Словакия, путаю постоянно, кто из них закупает. Венгрия, Болгария. Ну, короче, вот разные вот эти государства, даже Америка, оказывается, уран закупает, ну, еще и пытается сейчас от этого всего отказаться, и я надеюсь, от всего этого откажутся. Ну, вот такая вот интересная. Вот так все вот так переплетено, знаете, когда Советский Союз развалился, вот эту красную чуму, вот эту гибнявую чуму просто впустили к себе. И она, понимая, что она не просто так помирилась, и все, она собирается жить и созидать, там, развиваться, богатеть. Наоборот, на Западе считали, чем больше будет экономических связей, тем больше будет возможности повлиять на Россию, чтобы она там не вела какие-то свои агрессивные действия. А это оказалось наоборот все.
Чем больше их впустили, тем они готовились к этому. С момента развала Советского Союза, они Советский Союз развалили для этого. Вот в чем секрет. Они разваливали Советский Союз, разойтись, чтобы сойтись. Всех КГБшников оставили на руководящих должностях в этих советских республиках. И они планировали это, давно планировали, понимаете? Так, валейк салам, Черкес, Машволь. Так, троллятина к нам опять зашла, да? Троллятина, две. ГБшная троллятина к нам зашла. ГБшники любят здесь заходить и чушь писать мне. Так, это в ТикТок мне тут одна ГБшная троллятина пишет. Так, надо вести такую политику. Так, это было. Люди верят в то, во что хотят верить. Русский народ пережил тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны. Неужели вы думаете, что просто так возьмете Россию? Если да, то вы просто глупы. Сергей Соколов. Ну, смотрите, на самом деле, мы же на вас не нападали. Понимаете? Если вы, это все сказки про Великую Отечественную войну. Это все просто громадная пропаганда, которую вам навязали. Вы обмануты. Понимаешь? Те участники так называемой Великой Отечественной войны, эти люди абсолютно не были рады. Как сейчас в Украине заградотряды. Тогда были заградотряды. Никто за Сталина не воевал. Всех погнали и все. И под угрозой расстрела всех людей послали. Поэтому все ваши вот эти разговоры, что вы там, что-то там Великое Отечественное, вы что-то стали, это все чушь, это фигня. Если вашу эту Останкино уничтожить, всех вот этих, пропагандистов привлечь к ответственности, то быстро люди, знаешь, как расколдуются, заколдованные этим. И на вас никто не нападал, понимаешь? И мы все участники, да, вот все жители Советского Союза, имеется в виду наши отцы, деды и прадеды, бабушки и все остальные, они все участники Второй мировой войны, потому что всех насильно забирали. Почему ты считаешь, что вы какие-то особенные, а украинцы не особенные? Там такие же, кстати говоря, и русские, опять же, стоит подчеркивать каждый раз. Живут, в которых тоже деды воевали и так далее. Так вы же на них бомбы сбрасываете. Вы же на их территории. Война где идет? Почему вы отрицаете очевидное? Вот просто абсолютно очевидная вещь. Как вы это можете отрицать? Называя братом более страшного преступления, придумать нельзя. Даже если они вам не братья, хотя там и есть русские, вы их тоже убиваете. Называя братом человека, напасть и убивать его. Вчера вы запустили 600 с чем-то вот этих своих дронов. И по мирным людям вы стреляете, по гражданским. Вышел мужчина, стоит его дом разрушен, вся улица разрушена. Он говорит, слава богу, мы выжили, вот мой будинок, вот мой дом, вот от него ничего не осталось. И реально показывает. Ну что он там, что, с детьми живет? Куда вы стреляете? Что вы делаете? И это может ты поверишь, может кто-нибудь другой поверит. Может ошибка была там, может это там украинцы сами подорвали. Что угодно вы придумаете и сами себе в это поверите. Но я как чеченец, я в это не поверю никогда. Я знаю, как вы воюете. Вы воюете самыми вероломными, самыми подлыми способами, понимаешь? А специально придумано международное право, придуманы правила, которым 1000 лет. Понимаешь? 1000 лет. Даже когда никакой ответственности за это не было, люди соблюдали эти правила. Люди воюют, всю историю люди воюют. И за эту историю люди выработали правила и обычаи. Не убивать женщин, не убивать детей, не убивать безоружных, не убивать там служителей культа, не убивать там животных и так далее. Вы только их и убиваете. Вы знаете, вам украинский солдат не по зубам. Вы бьете по женщинам, по детям. Чтобы, если вы не можете его убить, вы хотя бы его сердце разбить. Как бы, не знаю, довести его до состояния, где он растет. Это реально больно. Реально больно.
Если об этом сейчас украинцы не кричат, это невероятно больно, что вы делаете. Да, жалко мужчину, который сражается, когда он погибает. Но он хотя бы с оружием в руках, он знал, куда идет. Это его выбор. А тут женщины, дети спят дома. Ладно, украинское, вы своих взрываете. В 99 году вы взорвали, ваше ФСБ взорвало ваших же спящих женщин и детей. Обвинили в этом нас. Назвали нас террористами. И убивали снова наших женщин и детей. Понимаете? О чем ты говоришь? Почему вы это не осознаете? Все ваши чмобики, вот, которые пошли добровольно, их стачивают. Все, ФСБ вас всех сдает. Вы нафиг этому ФСБ не нужны. А вы для них угроза. Все, кто поддерживает эту власть, признает эту вашу фашистскую власть, вы для них угроза. Понимаете? Вы для них самая страшная угроза. Украинцы далеко, американцы далеко. Вы для них страшны, и они вас уничтожают. Просто мясные штурмы. Зачем? Зачем вас посылать на мясные штурмы? В конце концов, вот я не вижу логики. Захватывать деревню, где живет там 5000 или 500 человек жило, сравняв ее не деревню, остатки от этой деревни, положив там десятки тысяч человек. Для чего это делается? Потому что этих людей уже больше девать некуда. Все, их нужно стачивать, их нужно убирать. Должны остаться те, кто за деньги пошел. То есть наемники, то есть абсолютно аморальные люди. А вот эти, которые зэки, которые ради свободы пошли, чтобы постараться выжить из этой вашего концлагеря. Чмобики, которые поверили этой пропаганде и 25 лет восхваляли вашего Путина, вашу Россию, ваше ФСБ. Их уничтожают. Это идейные, это люди, которые зэки, преступники. Это опасные люди, они люди действия, очень опасные. Чмобики это идейные, которым заложили эту идею, тоже опасны. А эти, да ты же за деньги пошел. Все, контрактники, наемники. Вот ты же за деньги пошел. Ты чмо болотное, заткнись. Вот его так заткнут. Понимаешь? Все, их нет, их уничтожают. Ну, хватит уже дураками быть. Сколько вам можно это объяснять? Не понимаю я. Просто. Валейк салам, юзер. Всех, друзья, приветствую. Шалом алейкум, друзья. Витаю вас всех. Гутен абенд, друзья. Всех вас приветствую. Так, единственный период в истории, когда русский народ пережил тяжелое время, это сухой закон при Горбачеве. Так, подождите, тут, ой, сколько. Асан, по мне, Россия очищает землю России и Украине и загоняет людей в города, затем Москва распродаст все эти ресурсы иностранных корпораций и капитал потечет в Россию. Ну, возможно, возможно, возможно. На самом деле, я верю, что у них план был другой. План у них был захватить Украину, создать неодворянство. Об этом Патрушев давно говорил. Где этот ваш неодворянин-миллиардер? Где Патрушев? Почему он не передовой, не на передовой? Почему его два сына не на передовой? Почему они не гибнут? Неодворянство тоже как бы надо кровью завоевывать. Почему нет? Все, нету уже больше. Куда делись? Попрятались. Попрятались. Так, сейчас я отключу вот этих троллятин. Она слишком тут мне тут забивает все. Далее им чуть-чуть. Ну, вы видите, да, как они тут орудуют. Так. Я спокойненько сейчас почитаю. Кубань ждет Украину. Слава Украине. Игорь Сурф. Ну, смотрите, Игорь. Платон мне друг, но истина дороже. Кубань это вообще черкесская земля. Это наша Кавказская земля. Ее просто русские оккупировали. И всех черкесов там вырезали. Просто там геноцид был черкесского народа. Страшнейший геноцид. По-моему, 1 миллион или 2 миллиона просто вырезали людей. Поэтому Кубань не ваша. Кубань наша. Черкесская, то есть кавказская. Но мы не против, если вы придете в Кубань. Мы с вами будем с радостью встречаться там. Алейк салам, Иса Машвовель.
Как думаешь, стоит в Германию приехать? Ну, не знаю. Сам решай, стоит или нет. Так, так. Видел, как нацистские организации Европы собрались в Петербурге и провели там встречи? Нет, Чарли. Наверное, немецкие там были, да? Представители. Но ужас, конечно, если это так. Ну, ничего удивительного, но это, конечно, плохой сигнал. Очень плохой сигнал. Валейкум салам. Джек Хоппер. Ассалам алейкум. Трамп назвал Россию бумажным тигром. Это китайская игрушка в Америке. Тем самым показывая, что Россия вассал Китая. И скоро, видимо, такой вассал, у которого ничего не получится. Абсолютно, Джек. Абсолютно. Я не подумал над тем, что да, это выражение китайское. И да, он имеет в виду, что это бумажный тигр Китая. Совершенно верно. Хорошее замечание. Добрый вечер. Небольшая поправка. Бывшие страны Союза. Надеюсь, ошиблись не по Фрейду. А я что сказал? Я сказал не так? Так. Ты говоришь правду, а расистам эта правда режет слух, потому что русские рабы, говорит Леонид Удовиченко. Да, ну много здесь еще троллятины. На самом деле нормальные русские уже все поняли и уже тихо сидят, потому что сейчас уже особо не пошумишь на России сразу. От 7, по-моему, там уже, или от пятака идет, сразу ты уезжаешь. Или на Донбасс, или куда там его отправляют, на СВО, так сказать. Так, а так, в основном здесь троллятина все орудует. Ну, или полностью отмороженные, которые ни мозгов, ничего нет, просто-напросто. Денис Кочнев говорит. Кочнев. Это у нас главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия был Кочнев. А его брат является главарем УФСБ. Ой, службы охраны президента, этого так называемого президента. Вам тупые бошки вбили, говорит, что Россия напала на Украину. Это америкосы хотят на вас нажиться, тупые вы и так далее. Слушай, Денис, ладно, американцы что-то нам вбить хотят, и украинцы напали на... Кто-то же напал, правильно? Если война начинается, значит, кто-то первый выстрелил, кто-то первый зашел на чью-то территорию. Скажи, пожалуйста, где вот более миллиона ваших убитых и раненых погибло? На чьей территории? На украинской земле или на российской земле? Где сейчас идут боевые действия? Какие населенные пункты ты в новостях слышишь, когда вы якобы их освобождаете? Вот и все. Что за глупость? Вы абсолютно аморальные люди. Вы просто вы не можете даже так говорить. У меня в голове не укладывается. Как вы можете говорить, что не вы напали? Ну как вот
Я не просто не представляю, ну настолько нагло, зачем так врать-то? Чтобы хоть чуть-чуть мы вам поверили, чтобы мы чуть-чуть поняли вашу сторону, врите хотя бы, ну, на чем-нибудь не менее, не так явно очевидном. Как так можно врать? Мишлях, и вам мир дорогой. В России людей никогда не ценили. Да, так, салам всем свободным людям, салам, брат Аслан. Аслан, я слышал, что на тебя в ФРФ возбудили уголовное дело. Я горжусь, что у меня есть такой брат. Для еврея это честь. Шалом алейхум, дорогой брат. Да. И знаешь, Эд, я эту новость запостил у себя в Facebook, и мне евреи, грузины, украинцы, русские а, присылают сердечки, что мы вместе. То есть чеченскому террористу все национальности, все религии пишут, и ты сейчас об этом говоришь. Огромное вам спасибо, друзья. Огромное вам спасибо. Мы вместе сила, и не дайте нас разделить на эти пропагандистские эти уловки, их не поддавайтесь. Огромное всем спасибо, друзья. Так, Осман, валейк салам. Так. Аслан, сегодня хорошее качество видео, отлично. Да. Сегодня получше. Да, ну не получше, сегодня, как обычно, хорошее. Да. 3-4 дня были проблемы. Это доказывает то, что это они террористы. Это ты не что ты не с ними. Да, совершенно верно это. Конечно. Конечно, я их террористами, и не только я, мир их давно уже террористами определил, они меня тут, на меня дела заводят, что-то. Плевал я на самое высокое колокольни Гамбурга на них, на их уголовные дела, на их ФСБ и на всех тех, кто там. Каждую суку найду, кто мне там уголовные дела шьет. Каждую, запомните, вырежите этот кусок. Суки вы думаете на меня уголовные дела. Я, между прочим, и россиян спасаю. Просто некоторые этого не понимают. Тоже мне, да, будут сказки нам тут рассказывать, да. В результате ночной атаки фашистской России на Киев повреждены посольство Польши и представительство ЕС. Российский ракетный снаряд попал на крышу посольства Польши в Киеве. Он пробил потолок консульского отдела, попал в кухонную зону. Никто не пострадал, заявил радиостанции РМФ-ФМ представитель МИД Польши Павел Вронский. По словам Вронского, несмотря на инцидент, посольство продолжит работу в обычном режиме. В результате массированной ночной атаки на украинскую столицу также пострадала территория представительства Евросоюза. По словам посла ЕС в Украине Катерины Матерновой, были повреждены автомобили на парковке представительства. Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу, написала дипломат в соцсетях. Вот. Сволочи. Но им деваться некуда. Они будут это делать до тех пор, пока
не наступит их конец, да. Так, я тебе помогу этих сук добить. Да, у нас будет много работы, Осман. Вот поэтому они и возбудили дело, потому что ты спасаешь многих людей, не даешь им, фашистской Российской Федерации, зомбировать людей, которые хотят думать. Да, совершенно верно, Эд. Знаешь, Эд, они, вот именно это дело, вот сейчас по статье, они то, что меня сейчас внесли в список террористов и экстремистов и возбудили, и объявили в розыск России, это было после того, как я начал рассказывать про теракт в Бостоне, который, соорганизатором которого является Дмитрий Кечкин и бывший глава Дагестана Абдулатипов. Ну, ФСБ это является. Когда я об этом начал говорить, это так их болезненно затронуло. Я прям чувствовал, как они мне тут мешали стрим проводить. Тогда они мне весь тогда сорвали стрим. И было видно, что они эту тему очень не хотят, чтобы я поднимал. И вот сразу вот объявили меня, вот занесли в этот список. А то, что я знаю, то, что я накопал, и то, что все передано куда следует, в огромных просто объемах, они этого не знают. Я даже чуть-чуть не буду пока публиковать. Поэтому вот это их самое волнует, потому что, ну, там, я наступил на хвост змеи, короче, и начала она огрызаться. Самый добрый террорист, говорит. Да, не говори. Я самый добрый. Только я не террорист, я антитеррорист. Это они так называют меня. Это все чушь собачья. Чушь собачья, да. Так. Так, так, так. Обвинение в терроризме это от террориста это награда. Совершенно верно. Они мне делают биографию. Понимаете? Они меня просто... Мне каждый раз то иноагент, то экстремист организация моя, то террорист. Они мне звезды на погоны кладут. Они делают меня... Они меня уже до генерала довели. Зачем делают? Просто непонятно. Просто позорятся. Вот, смотрите, кто террорист. Преступления армии РФ в Буче раскрыты имена 13 причастных офицеров РФ. Британское издание The Sunday Times опубликовало имена подозреваемых в серьезных военных преступлениях в Буче весной 2022 года. По сведениям газеты, их личности были установлены независимыми юристами и следователями. С использованием открытых источников информации данные были подтверждены украинскими спецслужбами. Под командованием этих 13 офицеров находилось более 80 солдат, которые также подозреваются в преступлении в Буче. Вот и все. Все тайное рано или поздно становится явным. Пишет The Sunday Times. В марте 2022 года в Буче действовали десантники из 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также 35-й и 36-й гвардейских общевойсковых армий. Буча, небольшой город Киевской области, был освобожден от российских захватчиков 31 марта 2022 года. За 5 недель оккупации в городе, по данным властей, погибло 458 мирных жителей. 419 из них были застрелены или умерли от пыток.
Вот кто террорист, вот кто садист, вот кто фашист долбанный, который называет братьями, там и русские были, все были там, кого они убивали. Это фашня. А для чего делали они это, знаете? Они стояли под Киевом, и им нужно было, чтобы слух прошелся. Какие-то звери идут, которые всех убивают. И сломать морально, испугать, запугать, там, моральный дух сломать людей, защищающих Киев. Именно так они вели войну у нас. Они в Самашково это сделали, в Алдах это сделали, в Дубаюрте это сделали, в Катыр-Юрте это сделали. Везде, во всей республике они это делали. В каждом населенном пункте они у нас сделали. В одном Катыр-Юрте они убили более, вот как и в Буче, более 450 человек тогда погибло. Только тех, кто проживал в Катыр-Юрте, жителей Катыр-Юрта. А Катыр-Юрт это 10 тысяч населения, которое, ну, наверное, около 10 тысяч, могу ошибаться, может 15 даже, в которое приехало население в 3 раза больше, чем, в 2-3 раза больше, чем проживало. Потому что беженцы были, и все надеялись, что Катыр-Юрт бомбить не будет. Занимался этим один из генералов, это Владимир Шаманов, военный преступник, убийца и террорист. И были люди, которые рассказывали, как ставили людей просто к стенке из БТРа, с пулемета крупнокалиберного, расстреливали. Там ужас, что они творили. Людей заживо сжигали они, которые раненые находились в подвалах, туда закидывали гранаты, из огнеметов сжигали. Это зверье самое настоящее. Они таким образом планировали зайти в Киев. Но не шмогла, так сказать, знаете, не шмогла. Пришлось бежать, потому что все провалилось, украинский народ стал, украинский хлопец и девчина стали и показали, что они не будут без боя сдаваться. Пришлось бежать как можно быстрее. Но имена есть, данные есть, рано или поздно справедливость восторжествует, дай бог. Валейк салам, Deutschland, нашел. Мескер юрт сделали. Абсолютно, я извиняюсь, какой населенный пункт я не назвал. Практически в каждом населенном пункте они это сделали. Практически в каждом Чеченской Республике. Это зверье самое настоящее. Абсолютное. Самое главное, многие кроты сидят у нас, и я думаю, за ними начали внимательно смотреть. Ты имеешь в виду США это? Скоро Дустума Адама по регалиям догонишь. Нет, там без вариантов, там его не догнать. Салам алейкум всем свободным людям. Азиз Азизов, алейк салам. Аслан, получается теперь... Да, зачем ты сейчас вот пишешь? Зачем ты пишешь? Сарклет. Ну, нарываешься на банты давным-давно, да? Так, слава птахам Мадяра. Героям слава. Да, я думаю, Мадяр, это они ненавидят Мадяра такой лютой ненавистью. Просто надо знать, как они умеют ненавидеть. Их ненависть, она ощущается. Ну, Мадяр красавчик, конечно. И его птахи тоже. Да, молодец, конечно, Мадяр. Слава Мадяру и его птахам. Военных преступлений нет срока давности. Всю падаль выловим и заставим ответить за все преступления дела времени. Совершенно верно. Нет срока давности. Абсолютно так. Так. Когда Бучу, Ирпень, Гостомель уничтожали, я был в Киеве. Да, не только Буча, правильно вы говорите, и Ирпень, и Гостомель. Да все, вся республика, вся страна. Комсомольский, везде это было, да, конечно. Привет, Вовик, приветствую тебя. Венгрия, Словакия продолжают закупать нефть в России. Никто не должен указывать нам, где получать газ и нефть, потому что согласно международному праву
Суверенная страна сама решает, каким будет ее энергетический баланс, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана, назвав стремление Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов политическим и идеологическим решением, которое не только нанесет самый сильный удар по Словакии и Венгрии, но и навредит всей Европе. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что экономика его страны будет поставлена на колени в случае отказа от российской нефти и газа. Да, вот они, вот иуды, предатели в Евросоюзе, да. Правда, говорят, что на самом деле Иуда и не предал Христа, но так говорят, что вот понимаете, как хотите, да. Абсолютно нагло посылают всех к черту. Абсолютно. Вот вам. Зеленский заявил о мега-сделке по закупке оружия у США. На брифинге в Киеве 27 сентября президент Украины сообщил, что Киев передал Вашингтону список необходимых вооружений на сумму около 90 миллиардов долларов. Мы обсудили и согласовали основные моменты с президентом. Теперь переходим к практической реализации, заявил Владимир Зеленский журналистам. Зеленский добавил, что украинские официальные лица посетят США в конце сентября или в октябре для дальнейших переговоров по закупкам оружия, а также по отдельному соглашению о производстве дронов. Мы готовы и к отдельным соглашениям по конкретным видам вооружений, включая дальнобойные системы, также подчеркнул украинский лидер. Так что, Русня, тебя ждут интересные времена, да. Нас всех, в принципе, они ждут. Власти Германии хотят сделать депортации в Афганистан регулярными и проведут для этого переговоры с талибами в Кабуле. Представители МВД ФРГ отправятся в столицу Афганистана в октябре для переговоров с правящими в стране исламистским движением «Талибан», подтвердили изданию Bild am Sonntag представители министерства. Депортации в Афганистан должны осуществляться регулярно. Именно поэтому мы сейчас ведем прямые переговоры в Кабуле, чтобы в будущем преступники могли депортироваться последовательно, заявил изданию представитель консервативной партии ХСС, министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт. С момента прихода к власти талибов в Афганистане в августе 2021 года из Германии уже дважды депортировали афганцев. В августе 2024 года, когда еще правила коалиция ССДПГ, Зеленых и СВДП, 28 осужденных преступников были доставлены в Кабул. В июле 2025 года самолет достал в Афганистан 81 мужчину, которые были осуждены в том числе за убийство, сексуальные преступления, насильственные преступления, преступления, связанные с наркотиками. Правительство ФРГ официально не поддерживает дипломатические отношения с правительством Талибана, которое находится в международной изоляции из-за систематического пренебрежения правами человека, особенно правами женщин. Правозащитники критикуют практику высылки афганцев на родину по причине этих нарушений. Deutsche Welle сообщает, состояние семьи Трампа резко выросло с момента его избрания, пишет Forbes. Так, сам президент США и его супруга Мелани Трамп с ноября 2024 года увеличили свое состояние на 3 миллиарда долларов до 7,3 миллиардов долларов. В списке богатейших людей мира Трамп поднялся на 118-ю позицию. Теперь он занимает 201 на 118 позиций. Теперь он занимает 201 место. По данным издания, большая часть прироста, около 2 миллиардов долларов, связана с инвестициями Трампа в криптовалюты. Глава Белого дома также сэкономил 500 миллионов долларов после того, как апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил штраф, назначенный ему по делу о мошенничестве.
Кроме того, по данным Forbes, Трамп заработал еще 400 миллионов долларов, лицензируя использование своего имени для таких товаров, как обувь, часы и парфюмерия. Жена Трампа, Мелания, увеличила состояние семьи еще на 200 миллионов долларов благодаря выступлениям, публикации книг и выпуску собственного мемкоина. Состояние сыновей Трампа, Дональда младшего и Эрика с прошлого года увеличилось с 50 до 500 миллионов долларов, из 40 до 750 миллионов долларов. Соответственно, пишет Forbes. Братья владеют в том числе долями в криптовалютных компаниях American Bitcoin, World Liberty Financial. Муж дочери Трампа Иванки, Джаред Кушнер, стал миллиардером после того, как его инвесткомпания Affinity Partners привлекла около 4,6 миллиардов долларов, в основном от инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кушнер также владеет долей в риэлторской компании у Трампа в размере 560 миллионов долларов. Ну что, неплохо, неплохо. Неплохо. Так, давайте к вашим комментариям, друзья. Новости потом еще будут. Сегодня эти шакалы 12 часов бомбили Украину. Вы видели Боршкову, сколько людей погибло? Боршиговку. Ну, я видел в Киеве 4 погибли. 4, говорят, погибли. Петро, дякую за... Мы вместе, Петро. Кайн проблем, как говорится. Давно Венгрию пора исключить из ЕС. Да, давно пора, это точно. Ну или вот этих руководителей. Венгры, наверное, ни при чем. Мадяр, кстати говоря, с украинского как венгер переводится, если я не ошибаюсь. Тарас Гавришев, всем здравствуйте. Тарас, давно вас не было, приветствую. Венгрия, Словакия ведут политику сидеть на 2 стульях. Они от ЕС хотят получать дотации и с Россией торговать. Аслан, ты очень сильно раскачал ФРФ, и многие спецслужбы смотрят тебя и проверяют твои выступления и начинают работать. Мы говорим правду мы говорим правду и постоянно проводим анализ, постоянно проводим работу. Как сказал один известный персонаж, блестящий просто проводим анализ. А знаешь, что ты скажешь про АДГ? Они популярность вроде набирают в Германии. Да, они набрали популярность. Альтернатива для Германии это... Ну, там разные есть люди. Разные есть люди. И у них, да, есть поддержка. Особенно среди рабочего класса. И да, это... Не знаю, куда они пойдут. Если они будут с Россией заигрывать и будут с ней устанавливать отношения, то это катастрофа для Германии, для всего мира и так далее. И все, ну тогда пусть, если они идут на контакт с Россией, они должны отдать ГДР России, ФСБ. Они это должны четко понимать, что если они сотрудничают с Россией, то от России от них нужно ГДР. Вот восстановить влияние в ГДР. Вот это западная часть за американцами и англичанами, русские говорят, а это наша. А немцы не рассматривают. А АДГ вроде бы они такие националисты, вроде они за Германию и так далее, и так далее. Но по факту они за Россию получается. Понимаете? И это нужно четко понимать. Это нужно четко понимать. Так... А так, мне как-то, знаете, мне все равно, кто там во власти будет в Германии. Это внутреннее дело Германии. Но мне важно, чтобы здесь оставалась свобода слова, чтобы закон соблюдался, как сейчас все это происходит. И чтобы фашистская русня здесь не чувствовала себя как дома. Вот что мне нужно. И все, что мне нужно. И я думаю, это немцам тоже нужно. Быть хозяевами на своей земле.
Так, как дела? Отлично, отлично. В смысле подослали букву 2? Твой ник не прочитаешь. Мичеру. Айрена. Ты где-то, наверное, откуда-то с Дании, да? Это продолжение сообщения. Какого сообщения? Из ЕС. Нет, не понял я. Чуть сверху прочитай. Не вижу я там. Чуть сверху. Отвлекающее дело. Обычно, когда мне говорят, чуть сверху прочитай, это значит отвлекают меня, да? Бельгия. Бельгия Руа. Гуд, Бельгия, крутая страна, да. Королевство. Да, здесь написано некоторые сообщения, скрытые для безопасности сообщества. Поэтому я что-то не вижу. Так, подождите, сейчас я тут кое-что постараюсь сделать. Так, еще, подождите, тут у меня тут... Так. Это я тут пытаюсь разобраться в этом ТикТок, в этом разобраться пытаюсь. Ну ладно. Как говорится, так просто не разберешься. 447 сбоев GPS самолетов зарегистрировано в ФРГ с января по август 2025 года. С начала полномасштабной войны РФ в Украине таких случаев стало значительно больше. Для сравнения, 2 годами их было зафиксировано всего 25. Особенно часто подобные инциденты происходят в регионе Балтийского моря, указывает Федеральное министерство транспорта Германии. О помехах и сбоях в системе навигации в этом регионе также неоднократно сообщали немецкие судовладельцы. Сигналы GPS-спутников глушатся сильными передатчиками на Земле или информация со спутников подделывается. Это представляет опасность для гражданской авиации. Экипажи самолетов могут неправильно оценивать свое местоположение или высоту полета. По мнению экспертов, многие сигналы глушения в регионе Балтийского моря поступают из Калининграда и могут быть частью гибридной войны России против Запада. Кроме того, возможно, что таким образом РФ пытается защитить Калининград от возможных атак украинских беспилотников. Вот дело стало за Калининградом. Нужно Калининград привлекать к ответственности, Калининградушку. Кёнигсберг. А сама, может, у меня подлодка в Балтике стоит и глушат все. Вполне возможно и так. Ну, а может, и подлодку могли бы обнаружить. Вообще, знаете, я еще давно слышал, что еще в советское время, когда советская подлодка выходила, то 2 или 3 натовские подлодки сразу же начинали ее сопровождать. Вот она только у себя выходит, они всех поименно знают, сразу 2 или 3 сразу начинают натовские сопровождать. Поэтому, ну, конечно, можно как-то скрыться, наверное. Хотя на этих, помните, вот этот адмирал Кузнецов, как они в Сирию там шли, там чуть экологическую катастрофу не сделали.
Поэтому, я думаю, их не дизельные, ну и атомные у них есть, конечно, они все равно, обнаружить их можно. Вполне возможно, знаете что, реально Калининград нужно просто заканчивать. Это что вообще за такая дыра, короче, на теле Европы? Какая-то непонятная террористическая анклав такой получается. Да, ну закрывать. Калининград нужно возвращать в родную гавань. И я общался с жителем, с русским парнем, жителем Калининграда, которого я спросил, а как бы ты отнесся к тому, если бы, например, Калининград присоединили бы к Европе там, и так далее. Немцам он не нужен, кстати говоря, немцы как-то очень спокойно относятся к этому Калининграду, он как бы, они его как бы своим даже не считают, хотя он долгое время был их, но до этого он был не их, как мы знаем. И он сказал, что 90% жителей Калининграда просто с радостью бы поддержали бы, просто с радостью присоединения к Евросоюзу, потому что им это просто не нужно. Просто не нужно. Поэтому, да, нужно возвращать. Возвращать нужно в родную гавань, возвращаем. Да. РФ нанесла массированный удар по Киеву и Запорожью, что известно на данный момент. В Киеве в результате, новость 12-часовой давности, поэтому может быть немножко уже изменена информация. В Киеве в результате атаки российских ракет и дронов частично разрушена пятиэтажка в Соломенском районе и в других районах зафиксировано падение обломков БПЛА. Пострадали 5 человек, но уже погибло 4. Киевская область. После атак РФ в 4 районах вспыхнули пожары, в том числе в частных домах. В Фастовском районе пострадали 5 работников хлебзавода, указала Киевская ОВА. Запорожье подверглось ударам дронами и крылатыми ракетами ночью и под утро. Загорелась жилая многоэтажка и еще несколько построек. За медицинской помощью обратились 4 человека, рассказал глава Запорожской области военной администрации Иван Федоров. Польша во время комбинированной российской атаки на Украину поднимала в воздух истребители и системы ПВО, системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности. Данные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих угрожающим территориям, заявило оперативное командование ВВС Польши. Вот такие вот дела. В Мюнхене закрыли Октоберфест. Кстати, у нас Октоберфест уже начался. И кто хочет пива и хорошенько погулять, приезжайте. В Мюнхене закрыли Октоберфест из-за переполненности. Не приходите больше на Октоберфест, написала полиция баварского города в соцсети X. Вечером 26 сентября на территории фестиваля было так много людей, что невозможно было двигаться вперед или назад, сообщил представитель полиции агентству ДПА, не уточнив примерное число участников. По данным таблоида Bild, речь идет о десятках тысяч. Некоторые люди впали в состояние паники, звали на помощь, звонили в службу скорой помощи, отвечает ДПА. В настоящее время ситуация снова нормализовалась. По словам представителя городских властей, случаи временного закрытия территории Октоберфеста происходили и раньше. Вот такие вот дела, друзья.
Борщеговка – это район в Киеве. Разрушения есть, погибшие, не забудем, не простим. Да, 4, по-моему, погибших. Асана, что ты скажешь про то, что наш президент сказал ООН, ФРФ – это картонный медведь и рассматривает о наступлении вооружения о наступательном вооружении через Европу, Украину? Я в самом начале об этом сказал. Да, он сказал бумажный тигр. И это отсылка, как мне напомнили, очень верная. Он намекнул на то, что это бумажный китайский тигр. Что карманный, миньон Китая с намеком на бумажного тигра. И себя ровным счетом тоже это ничего не представляет. Это потом Песков сказал, что это не медведь, не тигр, а медведь. Типа, и так далее. И сказал, да, это очень хорошо, это очень нужно было сделать. Давно я ждал этого от Трампа, и я очень надеюсь, что все необходимое и в Европу, и в Украину, в первую очередь в Украину, все будет поставляться, все Украины будет. Хотелось бы как можно быстрее, как можно больше всего этого было. Ну что сказать? Господи, благослови Америку. Вот что я могу сказать. У нас здесь в Берлине прошел митинг вчера, демонстрация там про войну там в Израиле, в секторе Газа. И сам этот митинг был назван «Все глаза на Газу». Понимаете? То есть нужно все бросить, и это именно российский ФСБшный нарратив. Отвлечь внимание, именно для этого они напали 7 октября 2023 года на Израиль, чтобы отвлечь внимание от Украины, чтобы Россия спокойно могла там душить Украину. Ну, увы и ах, как говорится. Увы и ах. И знаете, уже про Украину начали забывать, потому что людям пропаганда промывает мозги, ведется такая колоссальная работа в этом направлении. И это большая работа, большие деньги. Большие деньги в это вкладываются. Ну, еще одна новость от ГБшного телеграма. Извиняюсь. Какие-то у меня опять проблемки тут начинаются. И, кстати, я заболел, и, скорее всего, я завтра уже не выйду в эфир. Ну, посмотрим. Постараюсь выйти, конечно. Спецслужбы Франции просили удалить проблемные молдавские телеграм-каналы. Павел Дуров отказался, рассказал основатель мессенджера Telegram. По его словам, около года назад, когда он находился в Париже, местные спецслужбы связались с ним через посредника и попросили заблокировать ряд каналов в преддверии президентских выборов в Молдове. Посредник сообщил Дурову, что в обмен на сотрудничество французская разведка хорошо отзовется о нем в суде, который в августе 2024 года выдал ордер на арест предпринимателя. После просмотра каналов, отмеченных французскими и молдавскими властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их, написал Дуров. Вскоре команда Telegram получила второй список так называемых проблемных молдавских каналов, однако, по словам основателя соцсети, почти все они были легитимными и полностью соответствовали правилам мессенджера.
Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не нравящиеся французскому и молдавскому правительству, уверяет Дуров, добавляя, что отказался удалить их. Французские власти пока не прокомментировали ситуацию. В мае Павел Дуров утверждал, что западноевропейское правительство просило Телеграм заставить замолчать консервативные голоса перед выборами президента Румынии. Однако он категорически отказался выполнять требования. Короче, Путин не согласился все закрывать. Ясно. Спасибо, спасибо. Будьте здоровы. Спасибо, Андро. Спасибо, Старклайд. Страсклайд. Будь тигром. Блогер, у тебя что случилось, Леон? Какие-то проблемы? Так. Так. То, что сейчас в США зачищает всех мигрантов, ну не всех, тех, кто, вероятно, нарушает закон, говорит о том, что это может начаться и здесь. Ну, посмотрим. Мы слышали шутку про нападение в Сирии Вагнер на американскую базу, когда из Вашингтона позвонили, сказали, уберите ваших военных. Им ответили, нас там нет. Через полчаса американцы отправили сообщение, вас действительно там нет. Да, я сейчас забыл имя этого четырехзвездного генерала. У него, по-моему, прозвище было бешеный зверь или пес. Он сказал, если вас там нет, то вас там действительно не будет. И просто их размотали они. А сам мы все наблюдаем, как фашистская Российская Федерация уже трещит по швам. Как ты думаешь, откуда начнет полностью ломаться лед? Калининград, Курилы, Сибирь или Кавказ? Я полагаю, Калининград может. И Калининград первый, я думаю. Ну, смотри, я знаешь, как бывает иногда, тут не поймешь. Они обычно, когда что-то озвучивают, то это либо происходит, либо это отвлекающий маневр. Здесь одно из двух. 50 на 50, как говорится. Поэтому про Калининград начали говорить. Причем военный натовский, главный в НАТО европейском, он как раз про Калининград сказал, что нам это вообще
вот так забрать Калининград. И реально это так. Ничего никто не сможет сделать. Там никто сопротивления оказывать не будет. Там только может, если молниеносно провести. Курилы, Япония. Японцы тоже как бы уже готовы, я думаю. Сибирь. Сибирь это, ну кто в Сибири тогда? Сибирь это, ну, местные, может, поднимутся, может, там какая-то будет заварушка. Ну, а Кавказ я пока не вижу. Я не вижу, что с нами работают. Вот на Кавказе, например, есть мы, есть, ну, если имеется в виду оккупированные, есть черкесы, ну, в принципе, некоторые дагестанцы могут подняться, ингуши некоторые могут подняться. Ну, там, может быть, вот немножко в этом смысле. А так, ну, у нас, например, в Ичкерии жесткий вот этот сталинский режим они там установили. Поэтому, ну, практически там особо нам не дернешься там. А Грузия, например, могла бы вернуть свои земли. Это раз ситуация была бы. И в этом смысле было бы как бы совсем по-другому все. Грузия. Ну, я не знаю. Я не знаю это, если честно. Как бы хотелось бы, чтобы что-то произошло. Но если что-то будет происходить, нужно вот наш президиум признать. Если начать что-то делать, то это должно исходить вот оттуда. А пока я не вижу. Ты меня спросил как-то, что если Израиль признает Ичкерию, повешу я флаг. Ты с какой целью это спрашивал, скажи мне это? Ты на что-то намекаешь, может? Было бы правильно, если Израиль признал бы. Это просто выбило бы и очень многих почву из-под ног обвинять Израиль исламофобии там, и так далее. Хотя Израиль с огромным количеством арабских стран дружит и так далее. Ну и восстановление справедливости было бы в этом смысле. Поэтому, не знаю, посмотрим. Кавказиан, Албания. Ассаламу алейкум, Асан. Я до сих пор не понимаю, какой смысл русским и Кремлю создавать националистические организации внутри России. Они же этим очерняют себя на глазах мира. Алейкум салам, Кавказиан, Албания. Ну нет, Кавказиан, Албания. Это не очерняют. Куда очернять? Ну куда еще? Там ни авторитета, ни репутации нет вообще. Все, это уже можно забыть. Создавать вот эти националистические эти организации, они хороши как ударный инструмент. Понимаешь, сейчас с фронта кто-то будет возвращаться, потом как бы сами русские говорят о том, что много внутри России находится мигрантов, и что есть вероятность, что будут теракты, они там орудуют. Ну, конечно, это ложь, обман, все, но к чему-то они готовятся, потому что сейчас реально может какая-нибудь экономическая ситуация ухудшается каждый день и еще ухудшится. И им нужны вот, они же тогда не в первый раз сейчас этих русских националистов привлекают эту карту. Это же все было. Когда война в Ичкерии была, они точно так же поднимали этих националистов. В начале 90-х они поднимали, потом в начале 2000-х поднимали вот этих националистов. Но потом их всех в расход пускали. Своих главарей, кто вот, козлов вот этих, которые ведут их всех на убой, их выводили, а потом остальных пускали в расход. Это все было. Многие комментарии скрывают мои Игуду. Не знаю. Неужели я интенсивно разговариваю? Нет, может, ты какие-то слова используешь? Не знаю. Так, Сусан Джек, да, Дойчланд. Я... Гудгемах. Судя по всем последним своим побратимам, начнется все с Молдовы. Но, может быть. Так. Грузия может вернуть Абхазию и Южную Осетию.
Да, да, Грузии нужно это возвращать, обязательно. Так, Алешка, ты с какой целью интересуешься? Ты с какой целью интересуешься? Я думаю, как только Грузия вернет свои территории, Ичкерия входит в этот проект. Да, Грузия это единственная страна, с которой мы граничим, и, ну, кроме фашистской Русни. И, конечно же, для нас Грузия это самый главный наш сосед, который, а, да, посмотрим. Израиль признает Косово, а Косово признает Израиль. Почему Косово не признает Палестину? Думаю, Ичкерию надо брать пример. Не знаю, почему Косово не признает. А зачем признавать, если сами они не хотели? Там ведь проект Палестина, арабы, вот Палестины, они же не строили для того, чтобы государство создать. К сожалению большому, мы же это все видели. Говорили-то они, конечно, одно, но реально у них задача была противостоять Америке и вот евреям, Израилю. Вот их задача была. Ну вот не противостояли, не справились. Очень жаль, на самом деле, что там так это происходит, но ничем не можем помочь. Аслан, я хотел бы узнать ваше мнение про конфликт. Ну, это почему нашими руками? Какой конфликт? Это отвлекающий маневр. Это две марионетки Кремля. Понимаешь? Две марионетки Кремля. Это люди, которые служат бабкам и России. То есть оба причем. А какие конфликты? Это просто нужно, знаете, постоянно нужно создавать информационный повод. Информационный повод. Они должны там о чем-то говорить там, и так далее. Это два сапога пара, они служат России. Это люди, которые ну, управляются Россией. С Грузией, Абхазией и Южной Осетией это очень сложный вопрос, потому что Абхазия исконно живут на своей земле, и никогда они этнически не были грузинами. Южная Осетия еще можно понять, так как они ироны. Да, я согласен, что Абхазия это их земля и все такое, но на какой стадии находится? Абхазия не боролась, вернее, начинала как боролась, якобы боролась за независимость, а по факту-то она стала просто черной дырой отмывочной для России. Это нужно абхазам? Теперь же поняли все, что мы все были обмануты. Все, теперь нужно и возвращаться в нашу кавказскую семью и быть с Грузией. Грузины там тоже жили, да, их изгоняли, мингрелов изгоняли, грузин изгоняли многих. Поэтому это все нужно восстанавливать. Я думаю, надо писать и встречаться с израильским руководством и договариваться. Например, Ичкерия не будет признавать Палестину, а быть союзником Израиля. Ой, Эд, знаешь, Эд, постоянно мы что-то должны сделать, и никто не делает нам в ответ ничего. Постоянно. И это не сейчас какой-то там случай, не берем ни Израиль, ни Ичкерию, вообще конкретно. Везде без обязательств все должно быть, без обязательств. Никто нам ничего не должен, а мы должны что-то там сделать и так далее. И я понимаю, что мы со стороны просящих, как так сказать, но Израиль это не сделает, пока это не захочет Америка. Америка этого пока не хочет, как мы видим. Америка тоже хочет пользоваться без обязательств. Без обязательств. Поэтому, не знаю, но ты слышал, Аят постоянно как относится, как отзывается и про Израиль и так далее. В этом смысле у нас никаких проблем нет. Мы только за. Ну, если меня спрашивать, там, что там говорит там наш президиум и наша законная власть, это их дело. Я считаю, что независимого государства, которое будет угрожать для Израиля, там не должно быть под юрисдикцией, контролем США, либо Израиля, либо Великобритании, либо еще кого-то, может быть, Турции той же самой. Там что-то должно быть произойти.
Но это не может быть независимым государством, которое будет угрожать Израилю. Это слишком много заплачено за это. И не только 1200, не только 1200 жизней. Вот как-то так. Поэтому вот мы же говорим, вот каждый стрим с Аядом мы здесь обсуждаем, и в том числе и эту ситуацию. Ну, вот таков вот он мир. Пока американцы не захотят, Израиль, как мы знаем, не сделает ничего, если Америка не даст добро. Но посмотрим. Посмотрим. А так общаться, я думаю, он со всеми общается. Он открыт, он, ну, кому писать конкретно? Вот кому, вот каждому ходить за ними писать, там какой-нибудь политик. Знаешь, когда ты им пишешь, они там, ну я же пишу, и многим писал, не только израильским, разным, всяким писал. Ну, игнорируют. Ну, я, конечно, не политик, я правозащитник. Но, опять же, я писал про права людей, про президиум. Многим везде пишу. Ну, игнорят. Когда им нужно будет, они сами выйдут на связь, я думаю. Мы же, президиум наш есть. Там много людей в этот президиум ходит. Все занимаются, хоть и не публичной, как Аяд и Алла Дудаева, деятельностью. Многие занимаются важной работой. Но пока нет, пока не веду. Я же тоже, вот, я тоже призываю каждый раз. Каждый раз. Ну, было бы очень правильно. И для евреев было бы, для Израиля было бы, если бы они признали бы эту вопиющую несправедливость исправить, которая случилась с нашим народом. И в таком случае было бы видно всем, что никакой исламофобии, там, чеченофобии у евреев нет. Это было бы для Израиля очень круто, очень правильно. Но, опять же, этот жестокий мир, где он. Аса, я с тобой согласен. Это нужно Израилю, также и Ичкерии. Да. Я к тому, что вода камень точит. Я знаю, многие евреи видят и слышат, как ты, Аят, говорите правду про Израиль. Это важно. Да, это важно. И вода камень, ну, согласен на это, о чем говорим с тобой. Конечно, я полностью с тобой согласен. Но ну, столько уже написано, столько сделано, знаешь. Только дайте сигнал просто, дайте вот, ну, напиши нам просто, да, не ты, как гражданин Америки, а какой-нибудь там депутат, политик там и так далее. Ну, напишите, мы поднимем ваш вопрос. Просто намекните даже, прямо говорить не надо. Ну, не намекают ведь, все сидят, ждут, что Америка скажет. А Америка, да, по чесноку, мы же всегда только правду говорим. А Америка заняла позицию изначально, не соответствующую уровню Америки, уровню ее моральной значимости по отношению к нашему народу. К большому сожалению. Причем вначале нас поддерживали не прямо, не оружием, не деньгами, а морально поддерживали, информационно поддерживали. Просто правду говорили вначале. Но потом что-то случилось, Россия слишком много предлагает, да, в обмен, что, ну, нас забыли. А когда забыли, знаешь, с моральной, нравственной, этической точки зрения, для Америки это тоже пятно, которое ну, будет всегда, если это не исправится. Исправится или не исправится, я не знаю. Я иногда думаю, наверное, не будет Америка признавать, потому что зачем? Те офицеры ЦРУ или те офицеры или те политики, которые были тогда во власти, когда был Джохар Дудаев, когда вот Вторая русско-чеченская война началась широкомасштабная, эти люди не хотели бы, наверное, сейчас нести ответственность, даже моральную, за то, что сделали с чеченским народом. И проще сказать, да, это часть России. Тот же, например, Тим Гульдеман, швейцарец от ОБСЕ, который возглавлял, кстати, очень богатый человек, как оказалось сейчас. Не знаю почему. Резко после
общение с Россией, у некоторых положение финансовое резко становится очень хорошим. Они сейчас вот заигрывают, продолжают заигрывать с людьми, которые, ну, фактически являются предателями чеченского народа и дурят, обманывают чеченский народ, представляя, что они якобы за свободу, за чеченцев и так далее. И ну, это печально. И эти люди не хотели бы нести ответственность ни моральную, ни уголовную. Тот же Тим Гульдеман и там еще один американец. У меня видео есть в ТикТок, кстати. Оно закреплено, одно из первых. Там у меня можете зайти, увидеть его. Где я к Дональду Трампу обращаюсь с открытым обращением. Поэтому сложная тема, чеченская тема. Здесь слишком много, знаешь, сделано кощунства, цинизма по отношению к чеченскому народу. И сейчас это все поднимать, разбираться там. Лучше сделать вид, что этого не было. Как тот же убийство Джохара Дудаева. Убийство Джохара Дудаева произошло, когда Билл Клинтон был в Москве. И российская пропаганда и Кавказ-центр настаивали на том, что это американцы помогли русским убить Джохара Дудаева. Но так прямо никто не говорил, не писал, просто нам закидывалась вот эта информация везде, постоянно поддерживалась, что это американцы. Хотя русские спокойно сами могли делать, и в Афганистане даже они применяли ракеты, которые наводились. Также могла быть измена в окружении Джохара Дудаева, да, утечка информации какая-нибудь произойти. Поэтому американцы не причастны, я в это верю. Но опять же, американцы посчитали высокомерно, на мой взгляд, посчитали, что они не будут даже обращать на это внимание. А когда, ну, в принципе, такого прямого обвинения американцев и не было. Просто это так вкладывалось, понимаешь, так потихонечку. И потом, через 16 лет, за год до бостонского теракта, Кавказ-центр об этом написал и сделал фейковую фотографию. А к тому времени уже этот Кавказ-центр представлялся таким исламистским, таким, ну, обращать внимание на чушь, какую пишут. Посчитали, наверное, так. Ну вот, такие вот странные вещи, которые происходили. И знаешь, тоже очень интересный момент, когда написали на Кавказ-центре вот эту статью. Все статьи я сохранил, кстати говоря, с Кавказ-центра на эти темы, которые там были про бостонский теракт. Так что я думаю, и в любом случае, и так все это там сохранится в архивах. Произошло то, что именно когда Тамерлан Царнаев находился в Дагестане. У него 2 друга там убили. Затем ну, его подготовили, его там, снесли ему бошку, запудрили ему мозги. И ну там просто очевидно просто. Все это так, очень так связывается. И когда уже теракт произошел, Тамерлан погиб и Джохара взяли, появилась такая информация, очень странная, о том, что раненый Джохар Царнаев написал в лодке, в которой он сидел, что это ради Аллаха, во имя джихада там, и так далее, и так далее. И чтобы ни в коем случае, видимо, не подумали, что это из-за того, что они причастны к убийству Джохара Дудаева. Потому что именно эта мысль была заложена Тамерлану Царнаеву. Он это делал не потому, что я убежден в этом. Я этого знать не могу, конечно. Я убежден, я просто полагаю, что это именно так. Что он совершил это не потому, что он там священный джихад там и так далее, а именно как месть за Джохара Дудаева. Ему вот так это преподносилось. Да, конечно, ты идешь на смерть,
фактически. И отступать. У него отходов не было. Подготовлено, никаких отходов у них не было. Просто вы с этого места скрылись, и все. Никакого выезда, никакой попытки бегства, ничего не было. И рано или поздно их бы в любом случае нашли бы и поймали бы. Они к этому даже не подготовили. Его даже не обучали к этому. В Дагестане, когда его изучали, подготавливали бомбы делать. Его ФСБ, Дмитрий Кечкин и его коллеги, когда его этому обучали, его не учили, как уходить потом. Они оба должны были погибнуть. Ну, вернее, Тамерлан, он своего брата привлек, и еще и брата подставил своего. И я полагаю, что вот эта версия, что типа во имя священного джихада там и так далее, это делалось не поэтому. Это зная, что они продудаевские, зная, что для них Дудаев авторитет, на этом сыграли. На этом сыграли, там хорошо, всей семьей поработали. Это где-то до 2-3 лет их вели. И в конце концов вот довели до этого состояния. Ужас. Ужас. Я не знаю, мне кажется, Америка не захочет нас признать. А если Америка не захочет, Израиль не захочет, страны Балтии тоже не захотят, если Америка не захочет. Ну, короче говоря, такой замкнутый круг получается. То есть нам нужно отказаться от своих прав, от демократии, от выбора своего народа, стать исламистами, которые нас Россия тут добивает, заставляет нас. Да? А нет исламистов, понимаете? Нету просто. Среди чеченцев нету уже. Просто эту всю пропаганду уже чеченцы не воспринимают. Хотя, когда шла война, наши лидеры, когда гибли, нам казалось, что вот они там ведут какую-то борьбу. И когда они начали про Эмират, Кавказ, говорят, у всех тогда включилось. А я по себе могу сказать, я тогда уже не верил ни в какую пропаганду и пытался ориентироваться на президента. Это был Аслан Масхадов, потом это был Абдулхалим Садулаев, потом это был Дока. Хотя они, оказывается, уже были, ввели их уже. А я, как наивный человек, понимая, что ну хотя бы президент-то будет наш честный, придерживался его линии. А когда Дока уже Эмират Кавказ объявил, там Америке, Израилю, Англии войну начал звать, что-то я думаю, что-то не в порядке здесь. По-моему, что-то здесь уже не то. Причем новости ты не можешь читать как открыто, ты там с VPN там заходишь и читаешь этот же Кавказ-центр, этот античеченский, абсолютно вражеский для чеченцев, который нанес колоссальный вред чеченскому народу. Наверное, больше, чем сами русские нам нанесли вред, нам нанес пропаганда именно этого Кавказ-центра. Это колоссальный удар они по нам нанесли, потому что мы верили в него. Я думал, это единственное. Они еще русские там поддерживали его, якобы его пытаются закрыть, его не закрывается, там что-то еще там и так далее. И очень сильно манипулировали нами. Очень сильно. Но явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Невозможно утаить на все время правду. Да, на какое-то время можно обмануть, но все время обманывать нельзя. И, к счастью, мы теперь понимаем, сейчас они не находят они исламистов, которые там какие-то там ярые, какие-то радикалы и так далее. Нету просто, понимаете, чеченцы уже все поняли. Но все равно нас в это просто заталкивают. Нас просто ты должен стать врагом всего человечества, ты должен там во имя чего-то, кого-то там, что-то там делать. И они начинают уже на весь ислам, на все мусульмане чеченцы. Кто-то суннит, кто-то салафит, кто-то суфист, ну много у нас, разные течения есть у нас. И всегда было, и жили, сосуществовали они между собой. Салафизм только вот сейчас появился, а вот эти суфизмы, разные течения были, и такие, и такие, и такие. И никто никогда не враждовал. Абсолютно все, просто мусульмане. И теперь на всех мусульман гон начинается. Ну, это на всех это касается. И вот они пытаются хоть кого-то выдернуть. И сейчас ты просто, если ты говоришь мусульманин, мы уже подходим к этой черте, что уже если ты просто говоришь, что ты мусульманин, это уже террорист, опасен там и так далее.
тоже фашизм, который тоже когда-нибудь закончится, ну пока вот такая вот ситуация. Как-то так, друзья. Посмотрим, что будет. Но главное, знаете что? Главное, что все меняется. И очень хорошо, что история никогда не заканчивается. И нам сейчас, меня очень-очень беспокоит ситуация, что нам сейчас хотят сектор Газа сделать, вот это исламистское гетто на Кавказе сделать. И никто этому не препятствует, никто. Хотя вывозят этих всех этих координаторов, функционеров, разных вербовщиков, вывозят на Кавказ, к нам туда, в Ичкерию завозят. Ну, это плохо, очень плохо. Но я всех чеченцев прошу, всегда прошу, пока я могу вас об этом призывать, пожалуйста, запомните это. Они нам хотят сделать то, что они сделали там в секторе Газа. Вот эти ублюдки, которые зашли, вырезали людей, потом свой же народ бросили. Нас они еще легче бросят под жернова этой войны. Все, кто нам будет рассказывать там про джихад против Америки, против Израиля, против Армении, против Грузии, это стопроцентные провокаторы или просто дебилы, которые ничем не лучше этих провокаторов, платных провокаторов, платных. Поэтому толерантность, терпимость к вот этим людям у нас должна быть нулевая. Мы больше не должны. Я много пытался объяснить, донести. Я знаю, что многие люди, большинство, они обманутые, что они как бы не работают на ФСБ, на Россию, но то, что дали себя обмануть некоторые чуваки, короче, это большая беда, короче, беда. И этих людей нужно останавливать. Словом, конечно же, словом мы должны все это говорить и всех призывать, говорите об этом. Говорите, это не провокаторы, а враги народа. Да, совершенно верно, это абсолютно стопроцентные враги чеченского народа. В первую очередь враги чеченского народа, а потом уже все остальное. Потому что вот эта вся чушь, которую несут уже, да, уже сколько можно, да. Если они бы верили бы, я про вот этих лидеров, которые там сидят в разных точках, там чушь несут свою эту. Если бы они сами верили бы, у них уже 150 тысяч раз была возможность быстрее попасть в рай и уйти. Ну, раз не уходят, значит, они на работе. У них все нормально, у них бизнесы, деньги, там все у них отлично. И вот так нужно это смотреть серьезно. Абсолютно, конечно, это нужно очень серьезно смотреть на это. Это нужно пресекать, так сказать, в самом зародыше это все нужно пресекать. Нужно объяснять, конечно же, разъяснять, постоянно говорить об этом. Но при всем при этом нужно понимать, что все, кто вот это говорит, это провокаторы. Почему же вы сами в рай не ушли до сих пор? Вы уже и состарились, уже кто-то со старости умирает, там, умирают. А что это вы так? А 18-летний пацан должен, оболваненный вашей пропагандой, идти на смерть? Диш кашдоч на душу. Дел келюэкшон массана. Валейкум салам, Авидин, приветствую. Машал хуль, машал хуль. Так, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Евдокия, приветствую вас тоже. Андрей, я вас тоже приветствую. Вахо, я вас тоже приветствую. На этом я свой стрим закончу, друзья. Завтра я не знаю, как смогу. Я себя уже плохо чувствую. Думаю, может быть, завтра не проведу стрим. Но следите за анонсом. Всего самого хорошего. Шадик Ичкерия. Ну, все будет Ичкерия. Слава Украине.
God bless the United States of America and Deutschland. Слава Украине. Ам Израиль Хай. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Машуэль. До свидания, друзья.